У Киеве адбыўся самы маштабны музычны фестываль Украіны «Атлас Уикенд». На фестывалі працавала 7 сцэнаў, і сёлета арганізатары ўпершыню адвялі адну з іх беларускім музыкам. Туды і трапіла наша здымачная група. Прычым на афіцыйным сайце фестывалю гэтую пляцоўку пазначылі бел-чырвона-белым сцягам. Выступіць у Кіеў прыехалі гурты «Нюрнберг», «Няміга», «Нискіс», «ЛСП» і «Інтэлідженсі». Лучший, на мой взгляд, фестиваль в СНГ. Мы выступали на многих фестивалях в Украине, и на Файнамиста, и на каком-то рок-фестивале, еще на каком-то. В общем, мы много где выступали. И как-то вот все никак не могли попасть на «Атлас». Просто сложились так обстоятельства. А потом, как-то, я так понимаю, что организаторы придумали эту затею. На мой взгляд, очень достойная, интересная идея. 100%. Украина, искренне говоря, это единственная страна из постсоветских, где, когда ты начинаешь играть качественную музыку, люди подходят во время фестиваля к сцене, им все равно кто ты. Если им нравится, они придут, если им не нравится, они отойдут. То есть поэтому в Украине всегда круто играть. Мы когда играли в маленьких совсем еще барах, когда в первый раз приезжали там, на аудиторию в 50 человек, в 70, вот в первый раз, даже там была атмосфера такая, как будто бы ты там суперзвезда, потому что если людям нравится музло, они готовы эмоционально отдаваться полностью, и поэтому и ты точно так же. Учора ў Беларусі стартаваў славянскі базар, але ніхто з тых беларускіх музыкаў, якія былі запрошаныя ў Кіеў, на віцебскую пляцоўку не выйдуць. Пытаемся пра стаўленне да айчыннага фестывалю у солиста гурта «Интеллидженси». К славянскому базару у нас нет негативного отношения, начнем с этого. Славянский базар – это, в принципе, хорошая идея, объединяющая идея народов, которые соседствуют, рядом живут, дружат. Можно сказать, даже они братские в каком-то роде. Но дело в том, что, наверное, если люди не один человек, не два, а системно отказываются, значит, это, наверное, вопрос больше к организаторам славянского базара, почему так происходит. Вопрос, почему здесь именно организовали белорусскую сцену, во-первых, для меня это тоже было сюрпризом, причем очень приятным сюрпризом. Мы здесь, признаться, уже не в первый раз, это, если не ошибаюсь, третий раз. И было очень приятно, что именно хотя бы здесь могут достаточно классные группы выступить. Какая-то поддержка эмоциональная, потому что достаточно много людей в связи с определенными событиями, всем известными, сюда уехали, и не только сюда, а здесь такой островок свободы. У мінулым годзе фестываль «Атлас Уикенд» адмянілі праз пандэмію каронавіруса, а ў даковідным 2019 яго наведалі 538 тысячаў чалавек. Для параўнання, у тым жа 2019 усе 160 мерапрыемстваў славянскага базару сабралі 300 тысяч гледачоў, пры гэтым квіткоў прадалі ўсяго 72 тысячы. У нас суммарное количество людей за все 7 дней суммарно, это не уникальных посетителей, это посещение за дней суммарно, это 700 тысяч человек, из них уникальных, я думаю, 1400. Мы сейчас в этом году самый большой фестиваль Европы, опять же, благодаря карантину, потому что многие фестивали отменились. Мы очень симпатизируем белорусскому народу, мы морально всем, чем можем, хотели бы им поддерживать. Я даже предлагал там в Зеленом театре у нас, если нужно делать какие-то еще отдельные концерты, хотелось бы, чтобы ваша затянувшаяся ситуация наконец-то разрешилась в положительном роде, чтобы режим был свергнут и реально белорусский народ получил действительно свободу, получил полностью демократию, то, чего он заслуживает, и чтобы все были счастливы, чтобы не было вот этих вот избиений, мучений, чтобы вы реально там кайфовали наконец-то, а не мучились.
Ну, украінцы, украінкі падтрымліваюць нас, і не толькі так. Мы вельмі шмат працуем з бежанкамі, бежанцамі, і вось падтрымка Украіны, яна, ну, вельмі клёвая. Толькі легалізацыю трэба спрасціць. Проживаю сейчас в Киеве, вообще я из Минска. Я живу в Киеве уже 4 месяца. Буду скоро оформляться на работу здесь, увольняться из белорусского айтишного офиса. Ну, во-первых, поддержать группу, которую я люблю слушать. Это наша группа белорусская. Я их слушал дома, я их слушаю здесь. Они выступают на Атласе. Класс. Во-первых, поддержать наших ребят, наших братьев, наших соседей любимых. И во-вторых, потому что все должны любить музыку, должны все быть открыты и танцевать без комплексов. Белорусы, вы наши братья, мы вас любим, и мы любим музыку вместе с вами. Утульны дворык, гукі беларускай дуды і кола аднадумцаў, але не ў Беларусі. Гэта дваравы канцэрт у беларускім доме ў Варшаве. Гэта канцэрт не для таго, каб веселіцца, смеяцца. Мы разумеем, што ў краіне адбываецца тэрор. Мы разумеем, што Беларусь перажывае самыя горшыя свае часы ў найноўшай гісторыі. І гэты канцэрт, дваравы канцэрт, вось гэтае мерапрыемства, яно в першую чаргу склікана, каб пазнаёміцца, зінтэгравацца. Дваравы канцэрт зладзілі беларускі дом у Варшаве, беларускі моладзевы хаб і народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Імпрэза сталася фіналам абвешчанага Святланай Ціханаўскай тыдня беларускай культуры. Гэта цудоўна, што культура нас сёння аб'ядноўвае. Таму і паўстала ініцыятыва, напрыклад, стварэння музея вольнай Беларусі. Вось гэта культура, гэта будзе тое, што аб чым будуць пісаць у падручніках гісторыі. Гісторыі культуры, гісторыі краіны. Культура пратэсту, менавіта нашага дэмакратычнага руху. Колькі было створана, напісана вершаў, знята відэо, новых песняў, мастацкіх твораў, які мы тут можам пабачыць. Гэта ўсё частка, уже вялікая частка нашай культуры. Гэта варта паказваць. На дваравы канцэрт у беларускім доме ў Варшаве завіталі некалькі соцень асобаў. Былі і тыя, хто прыехаў у Польшчу яшчэ да выбараў 2020-га, і тыя, хто быў вымушаны ўцякаць ад пераследу. Прыйшла і Ганна Канавалава. Ейная дачка Антаніна Канавалава і зяць Сергей Ярашевіч прызнаныя палітвязнямі. У СІЗА за сваю грамадзянскую пазіцыю іх утрымліваюць ужо больш за 10 месяцаў. Абодва асуджаныя на 5,5 гадоў калоніі. Ихныя дети Настя, Дываня теперь живут с бабулей. Я всегда прихожу на все мероприятия. Я считаю, что мы должны держаться все вместе, потому что нас здесь не так много. И помогать друг другу. Детям тоже здесь очень нравится. Очень нравится, потому что кругом как бы польскоязычное население, а мы все-таки немножко другие. И они с удовольствием идут пообщаться с такими же детками, как сами. Кто там идет, а кто там идет? Так у громаде. Белорусы. Что я нанесу на худых плечах своих, на руках у крови, на ногах локтях? Свою кривду. А куда ж я нанесу кривду всю? А куда ж несут? На пока свою. Я целый. А кто это их не отемлен? Это кривду не разбудил их сон. Беда, гола. А чего захотелось им? Покорджанным век им, слепым, глухим, людьми зваться. Дзеці на імпрэзе бавіліся на пляцоўцы, танчылі і нават вучыліся граць на барабанах. Майстар-клас зладзіў гурт «Патрабуем разысціся». Музыкі калектыву таксама апынуліся ў Польшчы вымушана. Летась на менскіх маршах яны задавалі рытм. Пасля былі штрафы і сотні, як вынік ад'езд з Беларусі. Такие, скажем так, импрезы, они объединяют белорусов, в принципе, которые находятся не в своей стране. Конечно, здесь все держатся, там, все стараются между собой как бы общаться, поддерживать друг друга, но в целом-то ничего ж как бы не закончилось. Это ж отъезд как бы ничего не изменил, ни их позицию, ничего, как бы никаких. Поэтому все хотят вернуться домой.
Госці імпрэзы сілкаваліся дранікамі. За пачастунак можна было пакінуць любую суму. Сродкі збіралі на падтрыманне беларускіх вязняў. Падтрымаць палітзняволеных арганізатары прапаноўвалі і лістамі. Ахвотных было шмат. Я решила написать письмо Никите Золотареву, поскольку это очень трагическая, как и одна из немногих историй. И очень хочется поддержать, высказать какие-то свои слова, оказать какую-то помощь. И просто, чтобы этот человек понимал и знал, что мы все его любим. Пишу Виталии Бондаренко. Девочке 18 лет. Осуждена по 293 статье, насколько я помню. 4 года дали ей. Сама брещанка, как и я. Вот я ей пишу. То есть 18 лет, жизнь только начинается. Бариновой Наталье пишу, чтобы поддержать, чтобы люди знали, что о них помнят, о них не забывают, что здесь, находясь в Польше, мы продолжаем нашу солидарность, мы не останавливаемся. И вообще, как бы, слова поддержки там в застенках, они очень нужны. Хотя бы, чтобы они согрели душу. Атмасфера сяброўства, салідарнасці і еднасці атуліла гасцей на канцэрце ў варшаўскім беларускім доме. Гэтаксама як летась на радзіме. Адно дадалося пачуццё надзеі вярнуцца ў Беларусь. На сцяне пажаданняў засталіся словы: «Верым, можам, пераможам».